День международной солидарности. Сегодня вся Россия отмечает праздник весны и труда 1 мая. Во всех городах проходят праздничные демонстрации. Якутск не исключение. Наш корреспондент Павел Танин окунулся в атмосферу праздника и узнал, что из себя сегодня представляет День всех трудящихся и что заставляет людей выйти на демонстрацию. На главной площади столицы республики первомайские колонны начали выстраиваться с самого утра. Праздничная демонстрация, как и было запланировано, началась в 11 часов. Старт шествию трудовых коллективов был положен речью Егора Борисова. Уважаемые якутяне, уважаемые жители и гости столицы республики, разрешите от имени руководства республики поздравить вас с праздником мира и труда. После долгой зимы мы встречаем праздник 1 мая. С приподнятыми настроениями мы сегодня взялись за решение наших задач. В этом году демонстрация была посвящена Году культуры. Колонны большинства организаций поддержали тематику и были разбавлены красками культуры народов Севера. Однако про основную суть праздника демонстранты не забывали. Это праздник всех коллективов трудовых города, праздник трудящихся, потому что в этот день выходят все коллективы города поздравить друг друга, увидеть друг друга. И это очень хорошая традиция, добрая. Я думаю, что ее надо поддерживать и культивировать, и продолжать. В России праздник 1 мая своими корнями уходит еще в дореволюционное время. Тогда он носил политический характер. После революции его узаконили, и он стал международным праздником пролетариев. Он отмечался как День солидарности трудящихся, и долгое время главным лозунгом 1 мая был «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Позже большое распространение получила лаконичная фраза «Мир, труд, май». Сегодня мы говорим об этом дне как о празднике весны и труда. Но кроме этого, у людей были и свои причины, чтобы приобщиться к празднованию. Себя показать, на людей посмотреть. Я давно не видела праздника хорошего, поэтому и вышла. Года 2 не ходила, а так всегда. И вообще захотелось посмотреть, как сейчас празднуют молодежь и все остальные. Много ли молодых? Я с подругой. 1 мая для меня большой праздник. Это очень классная вещь. Я люблю 1 мая. Дать людям радость и веселье. Не омрачило празднование и погода. Солнце, которое скрылось за облаками, с лихвой восполнялось веселыми настроениями участников демонстрации и праздничным единством горожан. Это праздник единения. Праздник показывает, что мы вместе, все едины, высказываем солидарность трудящихся. И несмотря действительно на немножко пасмурную погоду, очень приятно видеть, но вот эти все шары, флаги, веселые лица людей, они, по-моему, скрашивают и добавляют немножко солнца, вот немножко пасмурную погоду. Традиционно участие в шествии приняли и учебные заведения города, как средние и среднеспециальные, так и высшие. Ведь для студентов 1 мая носит свое особенное значение. Праздник самый главный, по-моему, для молодежи. Потому что с сегодняшнего дня начинается настоящая весна в нашей Якутии. Скоро будет ледоход, очень ранний в этом году. И скоро начинается у нас сессия, завершающая сессия. Поэтому наши студенты вышли сегодня на 1 мая. Как и всегда, первомайский парад в столице республики транслировался по всей Якутии. Во всех красках праздничное шествие показала национальная вещательная компания «Саха». Несмотря на то, что праздник весны и труда 1 мая отмечается во всем мире, так масштабно и глобально, его празднуют только в России. Павел Танин, Александра Охлопкова, Виталий Абрамов, Василий Слепцов, Дмитрий Сергучев, Василий Соловьев. НВК «Саха», Якутск.